Здравствуйте, друзья! 13 апреля и время уже 16:40. Мы только добрались до реки. Как всегда были дела. То да сё. И что мы тут видим? Мы тут видим, что по новой уже наступила зима. Температура где-то -3, -5 было. Но лед замерз. От того, что он когда-то таял, уже и не видно следов. Несмотря на солнышко, мороз и ветер, очень и очень прохладно. Мы опять в зимних сапогах, в зимнем бушлате, и нам не жарко. Ну что, приступаем к проверке. Ну что, начинаем с первой палки. Что у нас, что у нас, что у нас? Что у нас? А у нас ёрш у нас. Ёрш один. Опа-на, там еще кто-то есть. Опа-на. Вот это удача. Вот это удача. Первая палка и сразу сижок. Первая палка и сразу сижок. Вон кто-то укусил, что ли. Вот это удача. Вот это круто. Вот это уже радует. Ах, не зря я топал сегодня. Сижок, вон ёрш. Здоровенный пузатый ёрш. С икрой. И там вроде бы даже еще кто-то был. Ага, еще один ёршик поменьше. 2 ерша и сижок. Ай ля-ля-ля-ляй. Ай ля-ля-ля-ля-ля-ля-ляй. Ой, друзья. Вот такой вот сик средних размеров. Шириной с ведро. Диаметром как раз. Красавчик. Здорово. Ну что, с этой приятной ноты приятно начинать. Дай бог, чтобы на остальных палках была похожая картина. И будет все вот так вот. Ну а пока выключаемся. Так, смотрим дальше. Опа. Примерзла. Так, кто-то тоже дергает здесь. Кто-то тоже дергает. Червяк целый. Второй целый. Еще целый. Так кто же дергает-то? Ёрш. Вот такой вот здоровенный ёрш. О! Пузатер. Всем ершам ёрш. Вон весняночки плавают. Самая вкусная наживка на харю-то. Вот уже 3 ерша у меня. Ах, 3 белых ерша. 3 здоровенных ерша. Так, куда веснянки-то? Ладно, бог с ним, пусть дальше плавает. Так что дело веселее пошло. Уже приятнее. Тишню не взял. Приходится лопатой тюкать. А лед-то промерз он. Вот так вот каждую лунку, блин. Приходится тюкать. Лед трещит. Вода, походу, начала прибывать, шевельнулась. Ветер северный, так что приходится... Сейчас приходится в этой куче льда проверять, потому что невозможно против ветра устоять. Просто ветер с морозом, черви замерзают сразу. Ой, не люблю я минусовую погоду проверять, это пипец. Если не потеплеет, придется, наверное, взять перерыв, пока не потеплеет. Будем заниматься другими делами. Дело в море, планов куча. Все надо успеть, все надо сделать. Так что продольники и вообще эта возня с червями вся любит тепло. Не любит, а просто нуждается в тепле. Пусто. Очередной пустой продольник. Мороз все крепчает и крепчает. Солнце уже садится.
А у меня здесь вроде бы кто-то дергает. Сейчас глянем. Так, что-то запутано тут. Неясно. Дохлый ёрш просто так валяется уже. Еще один дохлый ёрш. О, лед как трещит, если слышно. Просто трещит. Так, что интересно у нас тут попалось? Ага, вижу. Он такой вот харюзина. Красавец. Енцкаден. Сил уже мало. Видать, рано попадал. Так. Кровь не будем пускать, чтобы не следить. Он заглотил до кишков. Хороший хариус. Неплохой сижок. 2 рыбки уже есть. Вот такие вот 2 рыбки. Это даже по диаметру вон полное брюхо икры. Вот так вот. Уже 2 рыбки. Енцкаден. Так, а теперь моем руки. Вытираем. Сушим. Иначе околеют сразу. Мороз с ветром не есть гуд. Мороз все сильнее и сильнее. Насаживаем. Идем дальше. Так, готова у нас очередная лунка. Вроде бы даже здесь есть натяжка. Смотрим. Так, пойдем лучше со своей стороны. Так удобнее. Так лучше видно. Что-то там идет, друзья. Что там идет? Опа, налимчик. Налимчик. Такой хороший налимчик. Под килограммчик, наверное. Что-то он приуныл. Но еще живой. С вчерашнего дня он ничего ему не стало. Он какой хороший налимец. Будет на жарежку. Красавец. Сегодня у меня опять ассорти. Сиг. Взял на малька. Так что мы... А у меня мальки-то закончились. Я уже мальков не насаживаю. Надо будет еще мальков поймать. Вон такой вот красавец налимчик. Теперь уже, ну как для налима он не крупный, но для этих он уже крупный получается. Он сиг, хариус и налим. Есть троечка. Насаживаем, отпускаем. Ну вот, наконец-то стих ветер. Крепчает мороз. А я без пешни. А лунки замерзли очень сильно. Но не в том дело. Вода прибывает, лед поднимается. И слушайте, как трещит лед. Сейчас поймаем тишину, и вы послушайте. Слышали? Лед трещит, лед поднимается. И несмотря на морозы, значит, недолго уже осталось до ледохода. Вот он.
крючки забивает мусором. Надеюсь, рыба шевельнется, но эти морозы не дают нормально рыбачить. А еще без пешни каждую палку приходится вот так вот тюкать. Очень много времени уходит на это. Что-то я не думал, что так сильно замерзнет. Не взял пешню. Хорошо, хоть лопату взял. Так бы пришлось уйти. О, сантиметров 5 уж вода поднялась. Судя по палкам. Ну что, смотрим. Смотрим. Есть что, нет. Нет, ничего нет. Так что пока выключаем. Ну вот и крайняя лунка. Вообще замерзла. Мороз крепчает. Лед все толще и толще. По новой у нас наступила зима. Зима, зимушка, зима. Правильно, раньше времени весна наступила. Вот теперь зима и отрывается, блин. Не знаю, насколько. До минус 16 обещали морозы. В северных районах до минус 20. Посмотрим. Мороз. Если ударит мороз, поедем делать шалаши. Будем готовиться к весновке, к охоте на уток. Тоже неплохо. Если ударит мороз, значит будет наст. Мы это дело все здесь оставим. И будем ждать. И будем ждать. Так, здесь у нас такой вот налимчик попал. Отпускаем. Плыви, друг. На малька нет-нет да попадают налимы. Вроде уже налимя пора и прошла. А все равно нет-нет да попадают. И все походу. Ну да, пусто. 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 Ну что, подводим итоги. Сегодняшний улов наш составляет вот так примерно. Вот такой вот налимчик. Грамм на 700-800. Вот такой вот хорошенький налимчик. Вот такой вот хорюзок. Тоже неплохой. Грамм на 400, наверное, 500. И такой вот сижочек хороший. И раз, два, три, 4, 5, 6. Бычок. Ну, как-то вот так. Закончили очередную проверку. Ударили морозы, лед трещит, вода поднимается. И мы, наверное, возьмем выходные по этой рыбалке и поедем в лес готовить шалаши. Будем готовиться к весновке. Скоро охота на уток. И чтобы потом не терять времени, сделаем все красиво. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак. До свидания.